Во все времена именно сотрудник органов внутренних дел был всегда близок к народу. Он первый, кто приходит на помощь в опасных ситуациях, на кого всегда рассчитывают простые граждане. Их служба и опасна, и трудна. Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. Стражей правопорядка поздравил глава республики. Все загружают служебный автотранспорт для того, чтобы в дальнейшем отправить этот ценный груз адресатам по всем населенным пунктам Ингушетии. Не забывают и семьи погибших сотрудников. В регионе прошла благотворительная акция по раздаче сала. Помощь получили порядка 450 семей. Из президентского резервного фонда выделили более миллиарда рублей на закупку дополнительных средств защиты для работников медучреждений. Борьба с коронавирусом продолжается. Около 80 тысяч единиц средств индивидуальной защиты распределили по медучреждениям региона. Это вот тот случай, когда каждый из нас практически достойна победы, на мой взгляд. Лучшего в своей профессии определяют на конкурсе «Учитель года-2020». Завершается региональный этап. За почетное звание борются 5 конкурсантов. Спорт вслепую, игра на... На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. Правительству Ингушетии совместно с местными органами власти нужно принять необходимые меры по укреплению материально-технической базы Ингушского регионального отделения ДОСААФ России. Об этом заявил глава региона Махмуд Али Калиматов на совещании в Магасе. На встрече рассматривались меры по дальнейшему совершенствованию работы с допризывной молодежью, улучшению системы военно-патриотического воспитания. Стоит отметить, что норма призыва граждан на военную службу, установленная для Ингушетии, на осенний призыв текущего года составляет 200 человек. Из них водители категории С 25 человек. Имеется договоренность с военным комиссаром региона об увеличении плана заданий на подготовку курсантов по военно-учетным специальностям с 50 до 100 человек. Подробности в сюжете. В начале совещания Махмуд Али Калиматов напомнил, что на протяжении многих десятилетий наше оборонное общество славилось как школа патриотизма и мужества. Молодежь, подготовленную в ДОСААФ, всегда высоко ценили в армии, авиации и на флоте. В советское время регион готовил более 500 водителей. В прошлом году же автошколы Ингушского оборонного общества республики не смогли выполнить скромный план по подготовке для армии водителей. О детях не думаем, о будущем не думаем, о подготовке не думаем, понимаете? Только Сунжа готовила 500 водителей. А сегодня, при том, что государство, Министерство обороны выделяет и финансы определенные, мы скатились вот до такой ситуации. Правительство, конечно, и как глава я будем способствовать улучшению работы этой, то, что возможно. Морфлот нужно много. Я говорю, а почему не берете? Говорит, а у вас плавать не умеют. Понимаете, я был поражен этим. Значит, по графику, значит, вот призывной вот, с военкоматом. Соглашения какие-то, Минспорт, но надо подготовку 2 раза в неделю по 2 часа, например, по плаванию. Значит, предметно каждое министерство, которое возможно участвовать в совершенствовании подготовки водителей, специалистов для Министерства обороны, все должны участвовать. Безработица молодежи, это было бы подспорьем для нас, если бы молодежь у нас, хорошо получив хорошую специальность, водителей, специалистов военных специальностей, они бы у нас находили бы себя в контрактной службе, да, в вооруженных силах, в последующем поступлении в военное училище. И сегодня обеспечение вооруженных сил, оно показывает, что достаточно для того, чтобы достойно жить, содержать семью. Мы должны готовить при нашей безработице, при нашем количестве более 30%, у нас молодежь
до 30 лет. Поэтому развитие автодромов, развитие автошкол, ДСАФных, оно должно способствовать все, кто здесь сидит. Это востребованное направление, поэтому главную задачу я бы сформировал так. Мы просто обязаны возродить славу ДСААФ. Каждое министерство, которое задействовано в данном направлении, должно принять активное участие в оказании помощи, подчеркнул руководитель субъекта. Продумайте все вещи. Бирж дышуаныш, вайдизл бышуаныш. Что мы сегодня ДСААФ наладим, вот внуки спасибо нам скажут. Через 10, 15, 20 лет. Значит, скажешь, вот сделали ДСААФ нормальный, полигон нормальный, значит, обучение нормальное. Вопрос архисерьезный. Хочется, чтобы это понимали. Мэры городов, берите, значит, у вас школы есть. Значит, категорию призывную с военкомом переговорили, приглашайте его сотрудников. У нас есть кадетский корпус, оттуда старшекурсников. Организовывайте мероприятия. У нас должно круглогодично, у нас погода-то хорошая, 7-8 месяцев можем в чистом поле, в лесу, в горах. Берите вперед, возьмите эстафету, проведите. Детям будет интересно. Надо выводить детей и придумывайте вот эти мероприятия. Я это все к чему говорю? К здоровью. Вот то, что мы говорим, у нас 30%, да, здоровых из 100, если брать. Да? Но это же ужас. Мы будем ориентировать и на вас, и мэра городов, и на военком наш, на военкомат. Значит, мы через год должны цифру из 100 60-70 пригодных для службы в вооруженных силах Российской Федерации. Понимаете меня? А потом уже, я думаю, через 5 лет у нас должно быть исключением, что у нас в армию не идут. То есть мы готовим вояки, чтобы они просто здоровыми, нормальными были. По словам главы региона, организация полноценной работы оборонного общества в республике должна соответствовать задачам подготовки молодых людей не только к службе в вооруженных силах, но и к работе в промышленности, сельском хозяйстве. Участниками совещания было изучено состояние материально-технической базы региональной организации. Выработан ряд предложений, которые позволят расширить деятельность региональной организации и поднять ее на качественно новый уровень. Хади Забриева, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Глава региона Махмуд Али Калиматов поздравил их с этим событием. Цитата. «Вы представители нелегкой и мужественной профессии, которая требует высокой ответственности, крепости духа, сильного характера. В этот праздничный день примите слова благодарности за образцовое исполнение служебного долга во имя обеспечения спокойствия и мирной жизни наших граждан. Выражаю искреннюю признательность старшему поколению, ветеранам органов внутренних дел за их нелегкую и самоотверженную службу на благо нашей Родины. От всей души желаю всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов в деле служения Отечеству. Желаю вам и вашим близким счастья, добра и благополучия». Традиционно личный состав МВД встречает свой профессиональный праздник на посту, надежно охраняя жизнь и труд граждан. В этот день полицейские вспоминают своих погибших коллег, которые остались верными служебному долгу до конца. Репортаж Дианы Дударовой. Они охраняют безопасность народа, порой рискуя собственной жизнью. Сотрудники внутренних дел поздравляют друг друга с профессиональным праздником. Достоинство, мужество, смелость и профессионализм коллег отмечает на встрече и министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин. Во все времена именно сотрудник органов внутренних дел был всегда близок к народу. Он первый, кто приходит на помощь в опасных ситуациях, на кого всегда рассчитывают простые граждане и в чьей защите они нуждаются. Сегодня также вспоминают боевых товарищей, павших смертью храбрых на службе. Их память почтили минутой молчания. МВД Ингушетии со дня основания потеряла 394 коллег. Михаил Коробкин подчеркивает, преданность избранной профессии, самоотверженность в принимаемых решениях обуславливают те трагические моменты, которые вписаны кровью в историю органов внутренних дел. К сожалению, эти потери невосполнимы.
Никакие меры социальной поддержки не могут компенсировать заботу сына, воспитание отца, любовь и внимание мужа. Вместе с тем, являясь образцом подлинного мужества и патриотизма, они навечно вписали свои имена в летопись органов правопорядка, обретя бессмертие в сердцах всех последующих поколений. Мы помним их, и мы ими гордимся. На встречу приглашены родственники погибших сотрудников, в их числе мать и супруга майора Ибрагима Эльджеркиева. Он был одним из тех, кто бросил вызов преступности и обеспечивал безопасность граждан. Офицер полиции вместе с младшим братом Ахмедом год назад были расстреляны неизвестными в Москве. Министр МВД отмечает, своей службой Ибрагим показывал пример честного исполнения долга. Благодаря лично ему и руководимому им на тот момент Центру по противодействию экстремизму Республики Ингушетия весь ингушский народ были защищены от опасности все больше с каждым днем. Личные качества Ибрагима – это смелость, решительность, бесстрашие, непримиримость. Козлу сделали его сильным и опасным противником для преступников. Но подлое убийство Ибрагима не остановит сотрудников МВД по Республике Ингушетия и наших коллег из других и иных силовых ведомств. Мы продолжим свою борьбу с экстремизмом при поддержке ингушского народа. Мы, коллеги Ибрагима, его боевые товарищи, молодые сотрудники, пришедшие на смену, будем каждым днем своей работы поддерживать светлую память отважного полицейского. Указом президента России майора полиции Ибрагима Эльджеркиева наградили орденом мужества посмертно. Награду получает мать Фатима Джабраилова и жена Людмила Заудинова. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь ваш коллектив, вернее, весь ваш личный состав с праздником вашим и пожелать нам всего хорошего, и чтобы ни одна мать, ни одна жена, ни одна сестра не плакала при возвращении своих детей, мужей и братьев. В связи со сложившейся эпидобстановкой от яркого празднования в МВД решили отказаться. Встреча проходит с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Однако ковид не помешал выразить друг другу благодарность и пожелать профессиональных высот. От имени ветеранов органов внутренних дел внутренних войск Республики Ингушетия хочу вас поздравить с Днем сотрудников органов внутренних дел, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет активной жизни. С праздником вас! За доблестную службу сотрудников внутренних дел награждают медалями и почетными грамотами МВД России и благодарностями министра страны. Поздравляю. Достойно. Да, но сейчас коронавирус, да, нельзя. Понял, есть. Служу России. День сотрудников органов внутренних дел ежегодно отмечают 10 ноября. История праздника берет начало с 1715 года, когда Петр I создал в России службы охраны общественного порядка. В 1917 году, сразу после Октябрьской революции, появилась рабочая милиция. До 2011 праздник носил название День российской милиции. После вступления в силу нового закона о полиции 13 октября 2011 года он был переименован, а личный состав МВД всегда встречает свой профессиональный праздник на посту, охраняя порядок и покой граждан. Диана Дударова, Асхат Белакиев, Новости 24. Сотрудники правоохранительных органов прошли через суровые испытания, умирали, но оставались верными данной присяге. Их имена увековечены в памяти народа. В регионе не забывают семьи погибших сотрудников. В разных городах Ингушетии прошла благотворительная акция по раздаче сала. Помощь получили порядка 450 семей. Репортаж Зелимхана Калоева. В 2006 году вирус, бандиты сбежали, И таких историй очень много. Сотни сотрудников МВД до последнего смело сражались и противостояли преступности, чтобы сегодня обеспечить своим землякам мирное небо и стабильную республику. Братья, сестры, вдовы, дети, оставшиеся без самых близких людей. Родных утешают, что даже спустя годы их поступки не забывают и не оставляют без поддержки семьи. У меня погиб муж, полковник милиции, начальник экспертно-криминалистического центра МВД Республики Гадаборшев Магомед Абуязитович. 11 лет назад, 9 июля 2009 года. Я мама 7 детей, у меня тоже многодетная семья. Но для меня тоже это очень большая помощь для моей семьи. Я очень выражаю большую благодарность всем, кто в этом участвовал. С раннего утра волонтеры в тандеме с сотрудниками полиции готовят продуктовые наборы. Расфасовали мясо по пакетам и стараются скорее успеть.
Список длинный. САГ в этот день получают 450 семей сотрудников МВД, погибших при исполнении и после полученных травм на боевом посту оставшиеся инвалидами. В эти пакеты вошли продукты первой необходимости. Волонтеры, сотрудники МВД, никто не остается в стороне. И все загружают служебный автотранспорт для того, чтобы в дальнейшем отправить этот ценный груз адресатам по всем населенным пунктам Ингушетии. Для проведения акции по поручению главы Ингушетии закупили больше 10 голов крупного рогатого скота. Накануне вечером и всю ночь разделывали мясо, а это более 2 тонн. Масштабная благотворительная акция проводится по инициативе главы региона Махмуда Али Калиматова при поддержке Национального фонда развития Ингушетии. Акция приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел России и Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России. Наша республика пережила очень тяжелые времена. И эти наши братья, отцы, которые защищали нашу республику, положили свои жизни за то, чтобы мы сегодня мирно жили. Этот день как раз отдаем почести всем сотрудникам, погибшим при исполнении, что они отдали жизнь не зря. Как мы видим, что у нас сейчас республика развивается, все спокойно в республике, поэтому и с нашей стороны мы будем постоянно помнить о них, чтить память о них. Хотелось бы выразить соболезнования семьям. Начиная с 1992 года, хакачился вебя соусак вануй. Тересик артхана бейнахбой. А сире пачханда авария бенсик. Чисто при исполнении служебных бейнахбой. Вебя соусак я республик бухнахбой. Юах трагедия ми республика. Цар Дейб, цар Дизел, цар Вдовжи, цар Камади Масни, 60 арван стагамарса, ход дать от миллион трагедий. После погрузки машины одна за другой отправляются во все города и районы республики. Гостей встречает и Сунжа. Акция охватила всех, в том числе и сотрудников МВД, которые погибли в результате ДТП. Гаи был версис, назрание после был хаха, таварлачва, по трассе таварло, машин петиха. Ши визибиза, виха тоже звонил сагу, да вяха сакянки. Да, ши мершли ловей пача. Да, ши тетел бусу денчи волы, эшт мерш, шмогой мерши дой, смогой воль, мерш дахл дей. В 1999 году Тимур Арабханов потерял отца. Вспоминать, как все произошло, он не любит. Слишком тяжело. По Назрановскому району такую помощь получают 36 семей. Среди них и родные Магомеда Ажигова. Он был убит в 1997 году при задержании особо опасных преступников. На тот момент ему было всего 20. Еще одна семья в Плиево, которая пережила трагическую смерть. Для Маки Кузьговой 97 год стал роковым. Они потеряли единственного сына Мусу Хамхоева. Он был убит при задержании опасного преступника. Мусе было 21. Эта рана в сердце матери до сих пор не заживает. Не могу я говорить. А вот мужа Ашат Ганиева из Карабулака убили бандиты. Все произошло в январе 2003 года. Они несли службу с Тумгоевым и погибли в Карабулаке рядом с ГУВД при нападении, при задержании преступников, при исполнении погибли. В Назране САГ передают также по спискам, предварительно обзвонив. Саид Салам Аздоев продуктовый набор получает одним из первых. Сын Магомеда Аздоева, сотрудника полиции, погибшего в ДТП при исполнении в 2000 году. Благодарен за такое внимание и поддержку со стороны властей региона. Подвиги наших земляков никогда не будут забыты, а подобного рода масштабную благотворительную акцию по поручению главы региона проводят не первый раз. Зелимхан Калоев, Диана Дударова, Идрис Эжиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.
Их служба и опасна, и трудна. 24 часа, 7 дней в неделю они в полной боевой готовности. Органы внутренних дел подразделяются на несколько структур. И нет ни одного подразделения, где наравне с мужчинами не трудились бы женщины. Один день из жизни инспекторов по делам несовершеннолетних в репортаже Тамара Хашагульговой. Дети, расскажите, вы знаете, как нужно беречься от заражения ковидом? Меры в сложной эпидобстановке, как и нормы поведения в обществе, детям разъясняет начальник ПДН по Назрановскому району Лейла Магушкова. Сегодня по плану беседа со школьниками. Впрочем, весь день расписан по минутам. Нужно успеть привести в порядок документацию, провести совещание с личным составом и проведать неблагополучные семьи. Даже в свой профессиональный праздник Лейла на рабочем посту. Когда работаешь, понимаешь, что твое это или нет. И я поняла, что это мое. Мне особенно нравится работа, связанная с детьми. Я работаю уже много лет, из них почти все годы службы я посвятила работе именно с детьми в инспекции по делам несовершеннолетних. Воспитатель, педагог и психолог в одном лице. Как напоминание о том, что сегодня праздник, цветы в вазе. Лейла на службе больше 15 лет. Намного легче работать даже с преступниками, взрослыми. Ребенок просто может замкнуться в себе, и он просто может сидеть и молчать, и не разговаривать с тобой. Чтобы его как-то разговорить, чтобы он рассказал правду, кто его избивает. Действительно ли дома с ним так жестоко обращаются, как нам сообщили там соседи или родственники. Важность заслуг сотрудников этого подразделения в деле профилактики преступности переоценить трудно. Подполковник полиции Лейла Магушкова признается, на работе бывает всякое, но перевоспитать трудного подростка или даже родителя можно, подтверждает это статистика. За прошлый год у нас на учете состояло порядка 20 семей, из них по исправлению родителя в прошлом году снято семей 15. Осужденных детей к лишению свободы на данный момент нет за этот год. Службу в органах несут сотни тысяч сотрудников по всей стране. К примеру, старший инспектор по делам несовершеннолетних по Ингушетии Любава Чугина признается, Лейла Магушкова к профессии прикипела всей душой. Как правило, в нашу службу привлекаются сотрудники, которые обладают определенными качествами. В первую очередь это доброта, милосердие, педагогические навыки. Вот все эти качества я могу смело отнести к подполковнику Магушковой Лейле Исаевне. Я работаю в Ингушетии уже 3 года. И на протяжении всего этого периода времени я с восторгом наблюдаю за ее работой, за тем трепетным отношением к детям, к семьям, где действительно случилась проблема и беда. Инспекторы по делам несовершеннолетних, или как их еще называют, ангелы в погонах. Именно благодаря сотрудникам этого подразделения многих подростков удается уберечь от преступности и помочь им найти свою дорогу в жизни. Большую часть нашего времени мы, естественно, посвящаем работе с документами, именно с юридическими ситуациями, для разрешения которых нам требуются определенные навыки. Вот я могу сказать, что Лейла, я ее с любовью и теплотой так могу называть, она очень точно в себе собрала такие качества, свои профессиональные качества, она их умело применяет в работе, она пользуется уважением как среди коллег, среди коллектива, так и среди представителей системы субъектов профилактики. Они не гонятся за цифрами. Главная задача сотрудников ПДН – помочь ребенку и семье, защитить права и законные интересы трудных подростков. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. И еще одна значимая дата. Сегодня Всемирный день сирот. В Магасе детей, оставшихся без попечения родителей, навестили сотрудники столичной администрации. В гости, конечно, наведались не с пустыми руками. Внимание и поддержка таким семьям крайне необходимы. Михаил Тангиев расскажет. Первых гостей встречает Залина Дзангиева. Семья в 2008 году осталась без кормильца. Ко Всемирному дню сирот местные власти радуют детей такими сладкими подарками. Сказала огромное спасибо за внимание.
В семье Шанхоевых радости после визита гостей не меньше. Малика одна воспитывает 3 детей. Отец, сотрудник органов внутренних дел, несколько лет назад погиб в автокатастрофе. Маленькие дети особенно радуются подаркам. Алла, сколько тебе лет? Мне 11. 11 лет. Нравятся тебе подарки? Да. Что тебе больше всего нравится? Все. Все нравится. Поделишься с братишками своими? Пока что нет. Пока что нет, все себе съешь? Да. Я вам очень благодарна всех. Хочу поблагодарить от имени свою личную. Говоря с Холшем. Дался лучше. Обрадовать ребенка, оставшегося без попечения родителей, этому учит и наша религия. Местные власти по мере сил и возможностей готовы оказывать таким семьям всяческую помощь и поддержку. Те семьи, которые проживают на территории города Магаз, я лично как мэр города готов оказать им любую помощь. Пускай они приезжают к нам, обращаются напрямую, не в приемные дни граждан, а в любой день. И я готов помогать этим семьям. Всемирный день сирот в этом году совпал с Днем сотрудника МВД. И это только лишний повод вызвать детскую улыбку. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. В связи со сложившейся в регионе эпидобстановкой внесены изменения в указ главы Ингушетии от 17 марта этого года о введении режима повышенной готовности. Согласно новым правилам постановлено: обязать лиц в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт, с 10 ноября 2020 года и до особого распоряжения соблюдать режим самоизоляции на дому по месту проживания, месту пребывания, либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, за исключением случаев. Обращение за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Следование по возможности к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом. Выгула домашних животных. Выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых отходов. Действие режима самоизоляции на дому не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования. Работников медицинских организаций. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Ингушетия, обеспечить с 22 октября по 1 декабря 2020 года включительно перевод до 30% работников на дистанционный режим работы. Работодателям, независимо от организационно-правовой формы собственности, принять меры по обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами, указанными в пункте 3.3 настоящего указа, по соглашению сторон в формах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Исполнительным органам государственной власти Республики Ингушетия и их должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти ежедневно проводить мероприятия по выявлению и пресечению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности на территории республики, в том числе установленных постановлениями главного государственного санитарного врача Российской Федерации, настоящим указом и иными актами уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Усилить работу по выявлению в процессе осуществления мероприятия достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Составлению протокола об административном правонарушении в соответствии с действующим законодательством в пределах компетенции. Еженедельно направлять информацию о выявленных нарушениях и составленных протоколах об административном правонарушении в администрацию главы и правительства Республики Ингушетия и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия. И последние данные по коронавирусу. 20 977 заболевших выявлено в стране за сутки. Это почти на 900 случаев меньше, чем накануне. Всего COVID-19, по официальным данным, болеют более 1 миллиона 800 тысяч. В Ингушетии цифра, конечно, скромнее, но тем не менее говорить о снижении рано. За сутки зафиксировано 64 новых случая. Общее число заболевших приближается к 8 тысячам. 53 пациента в тяжелом состоянии, из них 10 на ИВЛ.
Более 800 миллионов рублей выделят правительство России на закупку лабораторного оборудования для диагностики инфекционных заболеваний в регионах. Средства направят в медицинские учреждения для улучшения их материально-технической базы. С помощью федерального финансирования будет закуплено более 1500 единиц оборудования для оснащения 104 медучреждений, подведомственных Роспотребнадзору. Современное оборудование позволит в сжатые сроки проводить диагностику не только коронавируса, но и других инфекционных заболеваний. Около 80 тысяч единиц средств индивидуальной защиты распределили по медучреждениям региона. Тем самым обеспечен запас на несколько месяцев вперед. Средства на их закупку выделили из президентского резервного фонда. Такую помощь по поручению главы государства получили большинство субъектов страны. Слово Идрису Ижиеву. Маски, перчатки, антисептики и костюмы для красной зоны. Около 80 тысяч предметов средств индивидуальной защиты предоставили Ингушетии для борьбы с коронавирусной инфекцией. По распоряжению Владимира Путина из президентского резервного фонда выделили более миллиарда рублей на закупку дополнительных средств защиты для работников медучреждений. Противочумные костюмы, которым также идут маски со специальным напылением и активными респираторами. В Ингушетии дефицита средств индивидуальной защиты не наблюдается. Весь персонал полностью обеспечен. Однако дополнительный резерв лишним не будет, считают медики. Хочу отметить, что мы неоднократно говорили, что уже с июня месяца текущего года у нас неплохие пополнения нашего запаса. Мы не ощущали, скажем так, дефицита в средствах индивидуальной защиты. Да, у нас были некоторые позиции, в которых мы испытывали дефицит. То есть это те средства, которые мы используем немножко чаще, чем все остальное, и что необходимо пополнять ежедневно, либо еженедельно. Но это лишняя помощь, как я уже неоднократно говорила, помощь лишней никогда не бывает. Все это пойдет в наши медорганизации, которые работают с COVID-19, в том числе все наши 3 станции скорой медицинской помощи, ну и, соответственно, амбулаторная служба. Акция «Мы вместе» активистами ОНФ проводится регулярно. С началом пандемии это уже 5-е такое мероприятие, которое они проводят при поддержке правительства. Начало года мы не устаем говорить спасибо врачам, спасибо медикам. И еще раз сегодня мы рады это сказать. И большой человеческий поклон всем, кто участвует в помощи для настолько сложных больных. После разгрузки всех коробок средства индивидуальной защиты распределили по всем медучреждениям Ингушетии. По статистике, больше всего больных поступает в ЦРБ, поэтому резерв учреждения должен постоянно пополняться, особенно в свете последних статистических данных. Сейчас на балансе больницы запас СИЗ рассчитан на несколько месяцев вперед. Поддержка федерального центра в период пандемии способствует успешной борьбе с вирусом по всей стране. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Единороссы запускают новый кадровый проект «Федеральный политстартап». Его участниками могут стать только члены или сторонники партии, которые не избирались ранее в Госдуму, а также имеют опыт общественно-политической деятельности. Участники должны быть старше 21 года. Прием заявок проходит на сайте проекта и завершится 21 ноября. Сейчас ребята будут оставлять заявку на сайте, после этого пройдет отбор, из самых лучших пригласят в Москву, где в течение какого-то времени определенного их будут обучать, полностью готовить к их избирательной кампании. То есть кандидат, который зарегистрируется, пройдет отбор на сайте и будет приглашен в Москву, его специалисты партии «Единая Россия» в Центральном комитете партии в Москве полностью проведут от и до всю его избирательную кампанию и помогут ему стать депутатом. А избиратели покажут, кто ему ближе, новый молодой кандидат, либо, может быть, кто-то еще. Политстартап в Республике Ингушетия запускается уже, можно сказать, 3-й год. Первый раз мы его запускали в 2019 году. На выборах в местное самоуправление у нас были выборы во все муниципалитеты, кроме города Сунжа. И в 2020 году у нас произошли выборы в городе Сунжа. Благодаря проекту, в общем, по Республике Ингушетия более 150 кандидатов, которые стали депутатами до 35 лет. То есть это молодые ребята, которые уже сегодня, многие из них реализовывают проекты. Кто-то пытается сделать парк, кто-то пытается сделать дорогу. Ну, как вы знаете, депутаты влияют на бюджет, депутаты находятся на передовой, они проводят общественные приемные. И сейчас партия «Единая Россия» проводит широкий общественный прием онлайн, то есть можем позвонить в приемную по телефону, сказать о своих проблемах. И мы надеемся, что в результате нового проекта мы получим самого лучшего кандидата в Государственную Думу.
Лучшего в своей профессии определяют на конкурсе «Учитель года-2020». Завершается региональный этап. За почетное звание в Ингушетии борются 5 конкурсантов. Профессионализм и квалификацию они подтвердили в муниципальном туре. В столичном центре образования конкурсанты провели классные часы, показали свой индивидуальный стиль при поднесении материала. Какие актуальные темы поднимали педагоги на уроках, расскажет Дана Плиева. Вы совершали когда-нибудь добрые дела? Да. А что вы испытывали, когда их делали? Что же такое добро? Ответить на вопрос сходу сможет и не каждый взрослый, а вот как правильно объяснить смысл этого понятия детям? В ходу педагога Хавы Батажи ведут кроссворды, детские сказки и личные истории о добрых поступках самих учащихся. Всегда, когда мама уходит куда-то в магазин или на работу, я убираю весь дом, особенно кухню. Это когда мама приходит на 2 часа. Очень хорошо. Очередной тур регионального этапа «Учитель года» Хава Батажева проходит уже без волнения. Главное – завлечь детей с самого начала урока и не терять их интерес. Что еще нужно учителю литературы? Дайте лишь приобщить детей к добру. Все прошло замечательно. Дети – это и есть дети. Единственное, по возрастной категории, да, нужно перестраиваться, а так ничего сложного в этом нет. Удовольствие, полученное от урока, разделяют и школьники. Педагогу они ставят все 10 баллов. У меня прям настроение поднялось, когда она дала мне медальку, когда она спрашивала вопросы, было так приятно. Сама преподавательница понравилась? Приятная, да, хорошая, эмоциональная. Приятная, она здесь работала, преподавала уроки здесь. Я узнала больше о доброте. И мне очень сильно понравилась эта медаль. Еще понравилось задание, которое дали. У меня задание накормить бездомную кошку. Сделаешь задание? Конечно. В конкурсе принимают участие 5 учителей из разных школ региона. Темы классных часов индивидуальны. К примеру, Зина Костоева рассказывает, как обезопасить себя в сети интернет. Тема непростая, но и учащиеся постарше. У 9-классников критерии выше. Добрая улыбка преподавателя – приятный бонус. Но важнее, как он подготовился к уроку. Мне нравится, когда преподаватель все показывает, объясняет хорошо и заранее готовит план, чтобы своим ученикам было интересно слушать. И появился интерес к этому. Ну а сегодняшний урок подпадает под эти критерии? Да, она хорошо подготовилась, очень хорошо объясняла. Она была очень милой, постоянно всем нам улыбалась и очень хорошо объяснила в общем урок. Последнее слово за жюри. В их числе не только заслуженные педагоги республики, но и бывшие участники конкурса «Учитель года». К примеру, Илья Сбеков, победитель регионального этапа 2018 года и финалист всероссийского, вспоминает, как сам когда-то переживал, и будущему победителю хочет дать совет – никакого волнения. После конкурса нужно хорошенечко отдохнуть перед выездом и уже быть самим собой просто, потому что весь потенциал уже в вас есть. 3 основных тура позади, но выделить лучшего педагога задача непростая. Все 5 участников, как на подбор, грамотные и квалифицированные учителя. Мне очень приятно с ними познакомиться, с ними конкурировать. Это вот тот случай, когда каждый из нас практически достойна победы, на мой взгляд. Итоги конкурса подведут 12 ноября на круглом столе. Члены жюри надеются, лучший учитель региона достойно представит республику на всероссийском этапе. Дана Плиева, Марбек Миржоев, Новости 24. Ингушетия получит средства на строительство спортивных объектов в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение. Средства на эти цели также направят Мордовии и Воронежской области. Суммарно субъекты получат более 173 миллионов рублей. Планируется, что в республике финансирование покроет строительство 2 футбольных полей с искусственным покрытием, физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и 5 площадок МГТО. Спорт вслепую, игра на слух. Президентский грант способствовал развитию в регионе настольного тенниса для незрячих и слабовидящих людей. Игра развивает силу, ловкость и координацию движения. Игроки по большей части ориентируются на звук. Об остальных особенностях этого вида спорта расскажет Хава Газикова. Шоу-даун или попросту теннис для незрячих – нетипичное зрелище. Отсутствие картинки компенсирует острый слух, тишина, спокойствие и четкость движений.
Игра на слух, настольный теннис для незрячих и слабовидящих спортсменов служит еще и универсальным тренажером. Он развивает реакцию, ориентацию в пространстве, слух и моторику. Алисхан Ганиев, инвалид первой группы в чемпионате России по шоу-дауну, в личном первенстве обыграл своих соперников в более 13 играх и попал в национальную сборную страны. Эта игра мне очень нравится. Она мне очень интересна, даже вот есть стремление добиться чего-то, да, в этой игре. Результаты чуток появляются потихонечку. Вот я в прошлом году, не помню, был, наверное, 49-й. В этом году из 59 человек, получается, в этом году я вошел в шестерку. И шестерка этого сборной. Спорт вслепую. Повязки на глаза нужны, чтобы уравнять шансы незрячих игроков и тех, кто способен видеть очертания. Неизменным остается только главное правило игры – не дать сопернику атаковать свои ворота. Задание не из легких, что только привлекает игроков. Поначалу, когда я сюда пришел, именно изначально я в медресе пришел, чтобы повторить Коран, который я учил, чтобы Брайль выучить. Братья тут играли, присоединился, стало интересно. Спорт, в любом случае, развитие реакции. Вообще я сторонник того, что человек не должен стоять на месте, поэтому увидел для себя возможность идти вперед. Что-то от настольного тенниса, что-то от аэрохоккея, чуть-чуть от бильярда. Для удобства предусмотрены закругленные края стола, ворота, специальные разделительные перегородки и особый инвентарь в виде лопаток и перчаток. Тут также используют шарик, внутри которого находятся металлические частички, которые позволяют игрокам во время игры ориентироваться. Подарили надежду десяткам людей в Альтиеве, которые видят этот мир иначе, и инвентарь в 2019 году за счет президентского гранта. Для ребят это интеграция в общество, общение с людьми. Такие задачи у ребят на самом деле. Выйти из дома, побывать на мероприятиях, поучаствовать. Спорт – это мощнейшая реабилитация. Впрочем, по словам участников, главное не победа, а возможность хорошо провести время и почувствовать себя настоящим спортсменом. А сделать им это удастся совсем скоро, 13 ноября, Международный день слепых, когда будет турнир. Хава Гайдикова, Магомед Белакиев, Новости 24. Первенство СКФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет примет регион с 14 по 17 ноября. Соревнования пройдут во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. Они станут для участников отборочным этапом на первенство России в этой возрастной группе. В них примут участие порядка 500 спортсменов из 7 северокавказских субъектов. В течение 3 дней они будут оспаривать звание лучших в 17 весовых категориях. Из-за эпидобстановки первенство пройдет без зрителей. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется только при наличии справки на отсутствие ковида. Значит, здесь будет работать Роспотребнадзор и сотрудники Дворца спорта, Министерства спорта, Центра спортивной подготовки, которые будут тщательно следить за социальной дистанцией участников. Соревнования пройдут без зрителей. Хотелось бы отметить, так как болельщики не смогут прийти поболеть за нашу команду, хотелось бы отметить, что национальная телерадиокомпания «Ингушетия» будет проводить прямую трансляцию на телеканале и на канале YouTube. Ингушские шахматисты показали блестящие результаты на турнире СКФО «Первый кубок математической школы». В соревнованиях участвовали порядка 60 юных и взрослых спортсменов из нескольких регионов. Среди воспитанников шахматных клубов, представляющих нашу республику, самый высокий показатель у ученика шахматной школы «Падишах». Иминавшев завоевал 1-е место в возрастной группе 15 лет. Халид Келигов стал 2-м в возрастной категории до 11 лет и младше. Марина Икажева из шахматного клуба «Магаз» стала 1-й среди девушек. А среди взрослых игроков почетное 3-е место забрал Мурат Даурбеков, представляющий клуб «Ади Ахмат». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.